17 лет назад городу Малгобеку было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Как написал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале, это стало важным событием и признанием заслуг защитников города, проявивших беспримерное мужество, стойкость и героизм в обороне Кавказа на малгобекских рубежах. В ходе 4 месяцев ожесточенных боев в Малгобекской оборонительной операции погибло более 120 тысяч советских солдат. Проходившее здесь сражение было не только битвой за родную землю, но и решающей схваткой за исход борьбы с фашизмом. Немцы рвались захватить Грозненскую и Бакинскую нефть, чтобы получить запасы топлива для своей боевой техники. Но они не смогли осуществить свои планы. Малгобек защищали воины-интернационалисты. Здесь похоронены армяне, грузины, азербайджанцы, русские, ингуши и осетины. До сих пор поисковые отряды находят останки погибших солдат, устанавливают имена и возвращают их родным. Вечная память и слава героям. В России проходит акция «Монетная неделя» по обмену мелочи на бумажные купюры, сообщил Центробанк. Акция проходит с 7 по 20 октября по всей стране. Она позволит вернуть в денежный оборот мелочь, осевшую в копилках и кошельках людей. Для этого необходимо собрать монеты, которые хранятся дома, и принести их в банки-участники. Там мелочь без комиссии обменяют на купюры или зачислят сумму на счет. Для обмена нужно взять паспорт, также понадобится заполнить заявление. В Ингушетии обменять мелочь на банкноты можно в 5 отделениях банка – в Назране, Магасе, Сунже и Карабулаке. Национальный проект по биоэкономике будет запущен в России в апреле 2025 года. Развитие биоэкономики было обозначено в качестве одной из задач по достижению национальной цели технологическое лидерство до 2030 года и на перспективу до 2036 года в майском указе президента Владимира Путина. Наряду с такими направлениями, как беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, новые материалы и химия. Биоэкономика основана на превращении возобновляемых биологических ресурсов в биоэнергию, промышленную, пищевую, кормовую и иную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Минцифры предложила обязать компании сообщать операторам цели обзвона людей. Мобильным операторам следует начать блокировать анонимные спам-звонки, если компании не предоставляют им информацию о целях вызова, говорится в проекте федерального закона. Как объяснили в пресс-службе ведомства, предоставляемые компаниями данные будут передаваться от одного оператора автоматически, а на телефоне абонента будет отображаться источник звонка. Если юридическое лицо не раскроет необходимую информацию, вызов будут блокировать. Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство, уточнило министерство. В Госдуме предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости. Автор инициативы Сергей Миронов отметил, что выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны. Накануне глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации заявил, что российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 году. За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 4,8% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано свыше 847 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 48 регионах России, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. При этом заболеваемость в основном обусловлена вирусами негриппозной этиологии. Продолжает снижаться и уровень заболеваемости COVID-19. По итогам последней недели в России зарегистрировано свыше 33 тысяч случаев, что на 6,7% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре. Братья Арсамаковы завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали на чемпионате по грэпплингу, который прошел в Казахстане. Алим Арсамаков одержал победу сразу в 2 весовых категориях, выиграв золотую и серебряную награды. Амин Арсамаков завоевал серебряную и бронзовую медали. Муслим Арсамаков завоевал 2 бронзовые медали в различных категориях. Ибрагим стал обладателем золотой, а также бронзовой наград. Ахмед завоевал почетное 2-е место.